Продолжаем программу «7 дней». На этой неделе стартовали совместные агитационные мероприятия представителей политических партий. 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан. 397 кандидатов претендуют на 100 парламентских мест. 5 региональных отделений всероссийских партий заявили о своем участии в этой избирательной кампании. О ее особенностях нам рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев. Андрей Станиславович, добрый день. 8 сентября единый день голосования. Вот на сегодняшний день какой уровень готовности? Хайрлы кеш, Зуфар, рад приветствовать наших телезрителей, наших избирателей. Безусловно, в нашей республике главное политическое событие – это выборы Государственного совета Республики Татарстан. В Российской Федерации пройдут множество разного уровня кампаний. У нас в республике, кроме выборов республиканского парламента, в 38 муниципальных районах состоятся выборы муниципальных депутатов. 145 мандатов, 511 человек пришли и 494 мы зарегистрировали. Это до выборов такие будут, да? Да, до выборов. То есть это те кандидаты, которые вступили сейчас в политическую борьбу, в агитацию в средствах массовой информации, и которые, собственно говоря, будут вот этот месяц активно бороться за депутатские мандаты. В нашей республике 2 926 245 избирателей имеют возможность проголосовать. Это не просто просчитано, это каждый год, независимо от избирательной кампании. 1 января и 1 июля. Причем подписываются эти данные Раисом Республики Татарстан. Это показывает абсолютную важность этой категории цифр. То есть это столько избирателей имеют возможность прийти. Именно от этой цифры берет свой расчет и явка избирателей, тех, кто голосует, тех, кто не пришел на выборы. Очень серьезное давление. Мы в условиях специальной военной операции. Мы испытываем экономические давления всего мира практически, нам недружественных стран. И мы это видим, и как наша страна в этой ситуации борется и выходит победителем. И, безусловно, конечно, информационное давление, информационная война, которая развязана против нашей страны, естественно, это все влияет на избирательную систему. И вот в этой ситуации, безусловно, мы абсолютно сконцентрированы, абсолютно чувствуем свою ответственность. И каждый член участковой избирательной комиссии, а у нас на участках работает 21 302 члена участковой комиссии. Причем ведь в обычной жизни это учителя, врачи, предприниматели, жители села, работники предприятий. Каждый из них чувствует важность происходящего события. Конкуренция хорошая. Конкуренция – это тоже очень серьезная составляющая открытости и легитимности процесса. 100 депутатских мандатов, 400 практически кандидатов. Да? Это хорошая конкуренция. Видим уже и дебаты, и видим уже и рекламные ролики наших кандидатов. То есть все идет согласно календарному плану. Совместное выступление представителей партии на канале ТНВ каждую среду в 11 часов. Разговор о том, что волнует большинство: здравоохранение, развитие сельских территорий, защита прав, поддержка участников специальной военной операции. В этот раз пришли представители 4 из 5 партий, желающих оказаться в составе республиканского парламента. Впереди еще 3 таких встречи. Дебаты прошли, да, сегодня интересно, были вопросы-ответы, получилось немного даже пооппонировать друг другу. Настрой у нас всегда боевой, потому что мы единственная оппозиционная партия, которая ставим задачу менять вот эту ситуацию. У нас большая целая команда, были привезены политтехнологи даже из Москвы. Поэтому совместно с ними мы готовили дебаты, речи, какие-то заготовки. Я не первый раз принимаю в дебатах, уже не первые выборы прохожу. И, конечно, наверное, наши все-таки дебаты отличаются вот такой определенной теплой атмосферой между оппонентами. Мы все говорим о тех проблемах, которые необходимо решать. Завершая нашу беседу, да, все-таки вот почему надо прийти и проголосовать? Это наша республика, это опора России. У нас комфортно жить, у нас комфортно трудиться. Мы гордимся своей республикой. Почему не прийти, если ты гордишься своей республикой? Приди на выборы. Приди и сделай свой выбор. Я считаю, что это абсолютно точно.
Это наши депутаты, которых ты выбираешь. Как ты будешь дальше реагировать, если ты выберешь плохого депутата? Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не приходят голосовать на выборы. Это такая логика. И я считаю, что это еще одна веская причина. Ну и, безусловно, традиции республики активно голосовать мы должны поддержать. Поэтому 8 сентября все избирательные участки, 2740 избирательных участков, будут открыты с 7 утра и до 20:00. Начнут свою работу, но мы рекомендуем так, начать свою работу с гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Поэтому ждем вас на избирательных участках. Будем выбирать свое будущее. Спасибо, Андрей Станиславович. Еще неоднократно, думаю, встретимся. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Всего самого доброго.